Народная партия убеждена, что создание новой формы парламентской системы укрепит степень влиятельности парламента, а политическая формула «сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство» обеспечит устойчивость политической системы с учетом меняющихся внутренних и внешних условий. Мы поддерживаем тезис главы государства о том, что нашей задачей является создание эффективного и профессионального парламента, который станет площадкой для содержательного диалога общества с представительной властью, а политические партии – голосом народа. Считаю стратегически верным решение включения в основной закон идеи построения справедливого Казахстана и закрепления принципа закон и порядок. Мы поддерживаем позицию более четкого конституционального урегулирования вопроса о личных правах и свободах граждан. В то же время всемирно охраняемые и гарантируемые права и свободы не должны рассматриваться изолированно от гражданских обязанностей. Они должны идти рука об руку с укреплением законности и воспитанием безусловного уважения к закону. Такой подход создаст разумный общественный порядок. Закон без порядка теряет силу, а порядок без закона становится произволом. Поэтому закон и порядок являются неотъемлемыми элементами справедливого общества и гарантами безопасности и свободы граждан. В этой связи считаем важным изменения, устанавливающие ограничения права избирать и быть избранным, участвовать в республиканском референдуме и указывать на то, что кто из граждан республики и по каким причинам исключается из избирательного процесса, то есть не обладает ни активной, ни пассивной избирательной правосубъектностью и в выборах не участвует. Такого права лишены граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащие в местах лишения свободы по приговору суда. Новая редакция данного пункта несет в себе более четкую юридическую точность. В первой части пункта указывая, кто не имеет права избирать, а во второй части тех, кто не имеет права быть избранным, добавляя к ним граждан, имеющих судимость, которая не погашена или не снята в установленном законном порядке, а также тех, вина которых в совершении коррупционных преступлений или правонарушений признана судом.